В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Сегодня во многих государствах реализуются различные меры, направленные на защиту граждан от мошеннических схем. Ужесточается законодательство, создаются специальные службы. О дистанционном мошенничестве, его последствиях и о способах защиты мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Иван Сергеев, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Якутии. Иван Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о данных по количеству пострадавших от действий мошенников в этом году, ну и какова сумма урона? Так, в целом хотел бы немножко сказать предысторию. У нас преступления в этой сфере начали массово проявляться с 2016 года, то есть уже порядка 9 лет. Ну и, соответственно, у нас все эти годы шел рост этих преступлений. У нас, к примеру, в прошлом году удельный вес этих преступлений в общем массиве преступности составил уже 40%. А когда все это начиналось, было 8%. Ну, вы представьте, да, вот какой рост пошел. В целом, если взять по стране, то с 2018 по 2024 год количество преступлений выросло со 174 тысяч, это было в 2018 году, до 765 тысяч. Вот такой рост идет. Ну а в целом у нас по итогам 8 месяцев, если посчитать дистанционное мошенничество, когда конкретно гражданина обманывали конкретно, то у нас по статистике получается немножко снижение идет. То есть в прошлом году было 1280, то вот сейчас уже 1166. Ну, конечно, незначительно, но тем не менее мы боремся за каждого человека, за каждого гражданина. Я могу сказать, что это определенные какие-то подвижки в этом отношении есть. Общая сумма причиненного ущерба у нас за 8 месяцев составила 555 миллионов рублей. Да, это полмиллиарда. В прошлом году эта сумма составляла 698 миллионов рублей. То есть я осторожно, но высказываю мысль, что наши граждане стали все-таки как-то разборчивее в этом отношении. Ну а если взять, кто же является у нас подвержен вот этим дистанционным мошенничествам, наверное, все скажут, что пенсионеры, кто не владеет, скажем так, цифровыми технологиями, их обманывают. Но это далеко не так. У нас, как анализ показывает, основные, кто подпадает под эти преступления, это от 30 до 49 лет, 37%. От 60 лет и старше 24%. От 18 до 24 лет 11%. Ну, соответственно, от 50 до 54 9%, от 55 до 59 8%. Ну, несовершеннолетние до 18 лет 0,8%. Если же взять социальный статус потерпевших, то у нас работающие по найму это 44%. Ну, если соотнести по возрастам, то получается вот самая работающая часть населения. Все думают, что чаша сия меня минует, я умнее всех. Вот на этом люди как бы и попадаются. Пенсионеры все-таки 21%, лица без постоянного источника дохода 14%, самозанятые 1%, ну и студенты 4%. Ну, получается, что наоборот, тот, кто больше пользуется информационными технологиями, да, видимо, да, они и подвержены больше всего. Да. Ну что ж, а изменились ли способы схемы хищений, вот, которые применяют мошенники? Насколько часто они меняются? Ну, способов мошенничества очень много. Как говорится, каждый гораздо во что-то, да, как бы мошенники сами выбирают свои пути, способы обмана людей. Но вместе с тем я бы хотел выделить два основных способа. Первый – это участие в спецоперации. То есть я просто фактически своими словами попытаюсь рассказать, как это бывает обычно. Например, вы являетесь учительницей. Вечером вам в 11 часов поступает смс-ка, либо по WhatsApp пишут от имени директора школы, ну, директор школы, вечером в 11 вечера пишет, что с вами сейчас свяжутся, Мария Николаевна, люди из компетентных органов, соответственно, окажите, пожалуйста, им любую помощь. Ну, соответственно, в 11 вечера учитель, директор не станет писать или названивать о том, что же случилось. Естественно, она ждет. Раздается звонок, на нее выходит очень представительный мужской голос. Соответственно, может быть даже звонок по видеозвонку. Она видит, что человек сидит в форме на фоне государственных атрибутов. И, соответственно, сразу говорит ей, что с вашего счета видны какие-то подозрительные операции. Идут подозрительные операции. И, возможно, эти операции влекут финансирование вооруженных сил Украины. Человек сразу чуть ли не падает в обморок. Как так? Я этого не могла сделать. И тому подобное, 5-10.
то человек объясняет, что да, мы вам, скорее всего, верим, вы заслуженный человек, учитель и тому подобное, 5-10, но тем не менее мы должны тогда с вашей помощью выявить этих, скажем, недобросовестных людей, которые, пользуясь вашим счетом, финансируют те или иные, скажем, незаконные моменты. Соответственно, на вас сейчас выйдет банковский работник, либо работник Росфинансторга, либо Центробанка, и, соответственно, вы должны будете оказать им помощь. Соответственно, ее начинают крутить. По WhatsApp отправлять ей различные формы удостоверений своих. По видеозвонку звонят, все сидят при государственных атрибутах. Соответственно, человека они вводят в заблуждение. Человек, если есть свои личные средства, он эти личные средства направляет на так называемые счета, которые ими указывают и которые могут послужить для изобличения тех или иных, скажем, недобросовестных граждан, работающих в банковской сфере. И, соответственно, потом сводится к тому, что ее заставляют, ну, в кавычках, уговаривают взять кредит в определенном банке и отправить на те указанные счета. И говорить ей, что она участвует в специальной операции, проводимой компетентными органами, что она очень секретная, мы вам доверяем, с нее расписку берут, как положено. Соответственно, вот она в конце концов в итоге берет кредит и отправляет через какой-то банкомат, который они указывают, по определенным алгоритмам, которые они указывают. И, соответственно, она в итоге остается без денег. Да, действительно, очень убедительно. Да, очень убедительно. Там даже это вот я рассказал из реального случая, учительница и директор. Да? Она подходит, например, к банку, вот ВТБ, вот здесь находится рядом, да, банк, за 100 метров ее останавливают и говорят, что она должна сказать работнику банка. Даже так? Инструктируют, да. И выдумывается легенда, что соседи уезжают, всю жизнь прожили, чуть ли не в половину цены продают земельный участок или дачу. И, соответственно, для этого я должна получить кредит, потому что банковские работники, соответственно, начинают задавать вопросы. Зачем вам, куда и что, как. Угу. И вот хотелось бы еще послушать тоже пример из уголовных дел, который, ну, самый распространенный случай. Так, и еще второй способ у нас хищений – это инвестиции. То есть человека ловят на том, что он хочет заработать денег. То есть он вкладывает криптовалюту, либо другие инвестиции, ему дают выиграть, ему дают снять даже деньги, но не более 10 тысяч. Соответственно, человек начинает туда входить глубже, у него на счетах появляются уже нолики, суммы уже уходят, суммы уже начинают запредельно расти, и, соответственно, человек уже полностью окунается в эту тему, ему не заставляют, уговаривают взять кредиты, а потом один прекрасный день все исчезает. Так, по уголовным делам, если взять, то у нас очень активно в последнее время мошенники начали действовать от имени работников операторов сотовой связи, ресурсов снабжающих организаций, замена счетчиков, либо продление срока сим-карты и тому подобное. Суть сводится к тому, чтобы выманить у вас коды госуслуг, чтобы войти в госуслуги. И, соответственно, уже путем взлома взламывают личный кабинет на портале, и потом им говорят, что уже отдельно звонок идет, что у вас взломаны госуслуги, соответственно, ваши банковские вклады находятся под угрозой. И дальше уже следует стандартная схема, что деньги должны мы перевести на безопасный счет. Если взять конкретно по делам, то в этом году у нас был звонок работника энергосбыта, потом был выманен код госуслуг, и, соответственно, супружеская чета, возрастная, правда, потеряла 24 миллиона рублей. 24 миллиона рублей. Это были их, скажем так, всю жизнь они собирали, да, продали недвижимость и готовились там купить что-то другое, и, соответственно, они потеряли вот эту сумму. И надо сказать, что вот эту семейную пару мошенники обрабатывали целый месяц. Они ничего не подозревали? Да, они не подозревали ничего. Целый месяц и подарили мошенникам 24 миллиона рублей. Да. Но по этому делу надо сказать чести правоохранительных органов, что 4 лица у нас из Томской области были задержаны, в отношении них ведется расследование. Угу. А что вы можете посоветовать, чтобы уберечься от таких вот преступлений? Самое главное, простой совет: не поднимайте звонки с незнакомых номеров. Будь то WhatsApp-звонок, Telegram-звонок, либо вот просто звонок. Вот золотое правило. Тому, кто надо, тот он до вас дозвонится, допишется и тому подобное. Но если уж вы подняли, то имейте в виду, что работники банков,
ФСБ, МВД, прокуратура, вам не будут звонить и требовать какие-то коды госуслуг, какие-то специальные операции. И, соответственно, не надо будет, они не будут официальные органы заставлять вас скачивать какие-то приложения, проходить по каким-то ссылкам. Соответственно, это уже сразу, как говорится, мошенники. Мгм. И вот еще интересно, да, что потерпевшие очень часто обращаются к банкам. Да? И, конечно же, в банке не могут тоже запретить им брать кредит, но, возможно, проводятся там какие-то мероприятия, которые противодействуют преступлениям. С банками с 2023 года, вот в частности органы прокуратуры, мы как координирующий орган в борьбе с преступностью начали очень плотно работать, провели не одно совещание с ними, разработали вместе с банками алгоритм действий офисных работников банков. Ну вот в банках, когда заходишь, ну, есть же операторы, вот у них, у каждого оператора есть алгоритм действий. Что делать, когда приходит человек, какие вопросы ему задавать, да, для чего вам понадобились эти средства. У нас банки заключили соглашение с Министерством внутренних дел. То есть при наличии подозрения они звонят тем или иным сотрудникам органов внутренних дел. Те подключаются и начинают работать с теми или иными клиентами. Ну и как положительный пример, можно сказать, например, что в прошлом году в Алданском районе банк «Алмаз-Арген», по-моему, предотвратили хищение 500 тысяч рублей. То есть вот по этому алгоритму они действовали, и, соответственно, была предотвращена вот эта попытка. А так, на сегодняшний день, вот мне, когда собирали, вот, я готовился к совещанию, более 30 случаев, когда банки смогли предотвратить хищение вот средств на общую сумму около 25 миллионов рублей. Это по республике? Да, это по республике, да. По республике, да. Ну а что же делать, если уже все-таки потерпевший стал жертвой мошенника? Какие меры предпринимать в таком случае? Заблокировать счет надо сразу же. Заблокировать счет там, через приложение, через звонок, через горячую линию. Либо в банк надо сразу прибежать. У нас, благо, Якутск небольшой город. Ну, если это в Якутске случилось. Но, в принципе, основные преступления надо совершаться в Якутске. Заблокировать счет и сразу обратиться в правоохранительные органы, не мешкая. Потому что сразу же пойдет блокировка тех или иных телефонов, и правоохранительные органы, в принципе, если вы оперативно обратитесь, то какая-то сумма денег может быть перехвачена. Ну что ж, Иван Анатольевич, спасибо вам за вашу полезную беседу. Спасибо. Напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.